Как организовать работу и уберечь себя и подчиненных от коррупции? Для этого на совещании собрались курирующие это направление работники администрации главы и правительства региона. Напротив них представители подведомственных Минздраву учреждений, отвечающие за это направление. Особое внимание уделили формированию и организации работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и разрешению конфликта интересов. Выявлены 48 фактов непринятия теми или иными служащими мер по недопущению либо урегулированию конфликта интересов. Выявлялись также факты участия государственных служащих в управлении хозяйствующими субъектами и занятием предпринимательской деятельности, что прямо запрещено законодательством о противодействии коррупции. Также мы акцентировали внимание на том, чтобы соответствующие службы не забывали информировать при приеме на работу вот в эти подведомственные учреждения бывших государственных служащих, поскольку ненаправление соответствующего уведомления в 10-дневный срок влечет уже привлечение лица, который заключил такой трудовой договор, к административной ответственности, а штрафы там не маленькие, то есть на юридическое лицо там от 100 до 500 тысяч, а на должностное лицо от 20 до 50 тысяч рублей. Еще одно направление, на которое акцентируют внимание, это справки о доходах и расходах, вернее их правильное и своевременное заполнение и размещение. В них должны быть отображены данные о доходах, полученных из всех источников, и ошибки в этом деле недопустимы. В республике за этим следит не только прокуратура, также работает Управление государственной службы, кадровой политики и противодействия коррупции. Они предупредили о недопустимости нарушений. Смысл совещания заключался в том, что довести до участников совещания именно как они должны действовать, как должны пользоваться нормами, нормативно-правовыми актами, которые регулируют организацию антикоррупционной работы в учреждениях, чтобы впредь подобного рода нарушения ими не допускались. И когда мы выезжаем и проводим проверку, мы уже донесли до них, что и как они должны делать, и уже когда мы будем выявлять, реагировать на подобное нарушение мы будем уже не со стороны профилактики, а со стороны применения к ним определенных мер дисциплинарных, в зависимости от того, какое нарушение им совершено. Обсудили на семинаре размещение и наполнение подразделов, которые посвящены противодействию коррупции на официальных сайтах учреждений. Здесь тоже есть свои правила, необходимые соблюдать. Раздел противодействия коррупции может содержать иные подразделы. Вот уже там могут быть подразделы, то есть они могут быть переходящая ссылка и так далее, в которых размещаются доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация по вопросам противодействия коррупции, часто задаваемые вопросы. И по поводу самого подраздела нормативно-правовые иные акты. Первое – это список гиперссылок действующих федеральных законов. Опять же, вы их не просто в разброс забрасываете, подгружаете, а по иерархии. То есть это сначала идут у нас федеральные законы, потом указы президента Российской Федерации, потом постановления правительства и иные нормативно-правовые акты по вопросу противодействия коррупции. Участникам семинара также указали на типичные ошибки и нарушения при заполнении справок о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также на ответственность должностных лиц за первичный и детальный анализ представляемых сведений. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев, Магаз 24.